Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Все больше якутян болеют коронавирусом. В Амгинском районе только за текущую неделю заразились почти 200 человек. В разгаре строительно-восстановительные работы в поселке Бяськёль. Покажем, как строят в реальном времени. Так и не запущенная троллейбусная линия в Якутске и другие рассекреченные бумаги. Открылась уникальная выставка архивных документов. Ухудшается эпидобстановка в регионе. Еще 190 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. Из них в столице республики 117 заболевших. Среди районов больше всего случаев в Татинском и Мигино-Кангаласском по 9, 6 заражений в Нерюнгринском районе, по 5 в Ленском, Сунтарском и Усть-Алданском, по 4 в Намском, Хангаласском и Чурапчинском. От 1 до 3 случаев заражения фиксируют в 14 районах Якутии. Значительно чаще болеют ковидом жители Амгинского района. За текущую неделю там выявили почти 200 новых случаев заражения. Из них 42 больных – дети. На стационарном лечении находится 26 человек. Вместе с тем в районе продолжается вакцинация от коронавируса. Прививку получили более половины населения. Также по решению оперштаба усилены санитарные и профилактические меры. Выходящие с отпуска работники должны предоставлять результаты ПЦР-теста, соблюдать режим самоизоляции. За нарушение масочного режима привлекают к административной ответственности. Если посмотреть по амбулаторным пациентам, то здесь возраст у нас колеблется от 45 до 60 и старше 60, но 1/3, к сожалению, занимают дети. Если раскладку посмотреть по детскому возрасту, в основном это 80% составляет школьный возраст. Поэтому по решению оперативного штаба и по санпросвет комиссии района по необходимости при увеличении заболевания ОРВИ и ковида мы налаживаем карантины на классы. Не на всю школу, а на классы. Спецотряд медиков Федерального медико-биологического агентства России завершает свою работу в республике. Медицинский десант в Якутию направили для диспансеризации волонтеров, принимавших участие в тушении лесных пожаров. Результатом работы помимо оказанной помощи стало и подписанное с региональным Минздравом соглашение. Документ расширит возможности межведомственного взаимодействия в различных областях здравоохранения и обмен опытом в области основной медицины. Венец нашей совместной работы, закономерный итог, я бы употребил такой термин. Нужно не заканчивать нашу деятельность, нужно ее продолжать. Нужно обмениваться опытом. И здесь, и у федералов проходят различные конференции, симпозиумы, мастер-классы. Есть что показать коллегам из Якутии, есть что показать федералам. Это нужно использовать. Есть, рекомендации дальнейшего углубленного медосмотра. Часть пациентов будет проходить непосредственно в наших медицинских организациях. То, что не можем предоставить в районах, в территории нашей республики, будут направлены по согласованию ФМБА. В разгаре строительно-восстановительные работы в поселке Бяськёль. Прямо сейчас в режиме онлайн мы можем увидеть, что происходит на строительной площадке. В работах на сегодня заняты 164 человека и 13 единиц техники. 29 домокомплектов уже находятся на площадке в разной степени готовности. 30-й сегодня отгружен и отправлен в поселок. Также о работах рассказал первый вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Бердников. На 20 домах завершены работы по монтажу кровли, на 5 домах работы продолжаются. На 18 домах ведется работа по утеплению и организации монтажа плит фасада. На 18 домах также производится установка окон. Продолжаются работы по внутренней отделке. Дополнительно 6 опор будут установлены на этой неделе, на тех участках, где требуется дополнительная протяжка кабеля к домам. И работы по техприсоединению газоснабжающей организации на 5 участках закончат на этой неделе. Все работы ведутся согласно плану оперативного штаба.
Тампонском районе завершается капитальное строительство участка федеральной автодороги Колыма. Всего уложено 5 километров асфальта, а работы выполнены на 90%. Осталось завершить устройство верхнего слоя. На базе вахтового поселка подрядчика трудятся свыше 40 рабочих, заняты 9 единиц дорожно-строительной техники. Срок ввода объекта 31 октября, но дорожники планируют завершить работы раньше. На данный момент осталось завершить работу по укладке верхнего слоя покрытия протяженностью 3 километра. Также работы, связанные по установке барьерного ограждения, дорожных знаков и нанесения разметки. Якутской статистике 168 лет, 23 сентября. Для статистики Якутии историческая дата. Именно в этот день, в 1853 году, был создан Якутский областной статистический комитет. Как изменилась это во времени работа органов статистики, от чего зависит изменение цен на товары в магазинах, узнала наша съемочная группа. У нас хранится документ, копия, конечно, документа якутского губернатора о создании Якутского комитета, в котором так и зафиксировано: 1853 года, сентября 23 числа создается комитет, Якутский комитет статистики. И с этого дня идет отсчет нашей истории. За 168 лет истории органы статистики не раз преобразовывались. Кардинально менялись методики обследований, но неизменным остаются сбор, систематизация и анализ данных. У статистики женское лицо. Это расхожая фраза и о якутских статистиках. В территориальном органе почти все специалисты женщины. И нет случайных людей. Для выпускницы финансово-экономического института СВФУ Вероники Алексеевой работа с цифрами отнюдь не скучное занятие. Я никогда не считала скучным экономику. Для меня это интересно, так как это также соприкасается с нашей повседневной жизнью. Я, допустим, обрабатываю отчеты предприятий пищевой промышленности. И это тоже достаточно интересно, кто сколько производит, какая у них выручка. Статистики работают не только в кабинетах. Связь с повседневной жизнью здесь как нигде важна. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Алексеевна. Долгуяна Иванова раз в квартал обходит респондентов для выборочного обследования бюджета домашних хозяйств. Людмила Алексеевна по заданию статистиков ведет дневниковые записи, где учитывает все денежные расходы семьи. По моему примеру, да, вы уже можете судить о следующих людях. Как люди живут в возрасте, или вообще как мы живем. Средние. Таких, как Людмила Алексеевна, добровольных помощников у органов статистики региона более 400 домохозяйств. Выборочное обследование домашних хозяйств дает нам уникальную информацию о жизни людей, о том, как отражаются принятые правительством какие-то меры, да, социальной поддержки. Вообще уровень жизни людей отражается именно в обследовании бюджетов домашних хозяйств. На потребительские расходы населения повлияла и пандемия. К примеру, во время локдауна в прошлом году они сократились на 5,3%. При этом расходы на продукты питания увеличились на 6,3%. Сюда заходим, он стоил 270 на той неделе, если. И вот на этой неделе тоже 270 рублей. Большой объем собираемой и обрабатываемой информации требует новых подходов и решений. Саха-Якутия-Стат активно развивает процесс предоставления информации в электронном формате. В формате аналитических таблиц электронных мы перевели в настоящее время порядка 40% такой информации. До конца года требуется нам перевести еще 4 работы. Применить цифровые технологии намерены и в предстоящую всероссийскую перепись населения. Масштабное мероприятие десятилетия, которое определит будущие ориентиры страны. И скоро это может оценить каждый из нас, самостоятельно заполнив электронный переписной лист на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты. Также ответить на вопросы анкеты можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске открылась уникальная выставка архивных документов. Впервые представлены ранее рассекреченные документы по истории столицы республики, начиная с 1939 года. Именно в том году был составлен первый в истории советского периода генеральный проект планировки Якутска. Также можно увидеть схемы развития линии пассажирского транспорта со строительством троллейбусной линии, которую по плану должны были запустить в 1985 году. Выставка уникальных архивных документов открыта в здании городского архива по адресу улица Строителей, дом 18 до конца сентября. Здесь мы экспонируем впервые ранее
лежащие на секретном хранении документы по истории градостроительства нашего города, которые сейчас хранятся в фонде главного архитектурно-планировочного учреждения нашего города Якутска. Почему мы говорим уникальные эти документы? Потому что ранее они нигде никогда не использовались, не выставлялись для широкой общественности. А в столичном торговом центре «Кружала» начала работу ежегодная межрегиональная промышленная выставка-ярмарка «Якутия-Экспо-2021». Выставка давно стала традиционной и каждый год притягивает внимание не только жителей столицы и региона, но и гостей. О совершенно новых подходах к продаже свежего мяса местного производства. В материале Ульяна Шагина. Свиные хрящи, ребрышки, антрекот, грудка и мякоть. Главным сюрпризом для посетителей выставки сегодня стал фудтрак бренда «Мархинское», где каждый смог приобрести себе свежее, а главное – качественное мясо по душе. Ребрышки свиные. В духовке буду пить. Такое я вижу первый раз в жизни. Вы посмотрели, да? Посмотрела. Все очень понравилось. История бренда «Мархинское» насчитывает более 26 лет. Это семейная компания, продолжающая традиции его основателя Владимира Кабохина. После его трагической смерти зять Денис Савостин решил не просто продолжить дело своего тестя, но и с нуля запустить новый бренд «Мархинское». У нас поголовье, в данный момент это около 4000 голов, а так у нас постоянно около 5000 постоянного содержания. Мы единственное племенное хозяйство крупнобелой породы в республике Саха-Якутия. Компания решительно идет вперед, планируя расширить линейку производства, ну и, конечно же, придерживаться философии любви к мясу свинины. Есть такая очень классная задумка сотрудничества с различными шеф-поварами, где мы будем готовить на кухне и учить людей различным рецептам. Ну а главной фишкой нового бренда «Мархинское» является магазин на колесах, сумевший притянуть к себе взгляды посетителей выставки. Фудтрак сертифицирован по международной системе безопасности пищевой продукции ХАСП. Мне здесь так нравится, что я здесь остался бы даже жить. Здесь все сделано для того, чтобы создать безопасность, комфорт продавцам, ну и также обеспечить безопасность наших покупателей. Сегодня компания не только выходит на новый уровень, но и становится примером того, как должны продвигать свою продукцию современные фермеры. Подобные фудтраки для удобства покупателей в ближайшем будущем начнут завоевывать столичные улицы. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. Далее на канале «Якутия-24» смотрите программу «Якутия Лайв». Ну а мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.